Вот понимаете, вот этот вопрос: шииты, сунниты, суфисты, салафисты. Вот эти все вопросы, мусульмане, христиане, это все вопросы ведутся к тому, чтобы нас как-то разъединить. Друзья просто перестали со мной все общаться, родственники тоже перестали со мной общаться, там, начали меня маджахедом называть, там, да, вот так. Разрешено иметь 4 жен, еще своему мужу 2 жену. Я могу и к Аллаху, и к Богу, и к святым ежикам обращаться одновременно и благодарить за все. Для меня, конечно, мне стыдно сегодняшний день это признать даже. Казалось, что есть все девушки гуляющие, все мужики пьющие, ненормальной семьи, ненормальных людей, и, соответственно, отношение к ним должно быть подобающее. Будут, конечно, говорить, Сайпудин бред несет, потому что он женился на казачке. Нет. У нас есть родственные рода, у нас есть родственные семьи. Вот это, кстати, тоже, наверное, одна из удивительных особенностей на Кавказе — искать родню близких. Может быть, поэтому здесь чаще, когда ты с кем-то встречаешься, тебе могут обратиться словами «брат». Когда прихожу сюда, я всегда прихожу с омовением. У нас положено перед молитвой. Я хожу на кладбище мусульманское, отдаю дань по исламу, отдаю дань здесь рядом мусульманское кладбище. Сюда же я прихожу и говорю Богу, чтобы ты принял мои старания. Я прихожу сюда, к Аллаху обращаюсь: прими мои старания от души. Если же я это не буду делать с внутренним посылом, это одно из частей лицемерия. Я не хочу. Я сюда прихожу не кому-то показать. Я сюда прихожу, чтобы, во-первых, Богу показать, что мне это не чуждо. Мне очень жаль тех людей, родственников, похороненных здесь, которые хотят приехать сюда и не могут. Вот сюда русскоязычное население уехало не по своей воле, потому что было запланировано, и партия войны победила здесь, и поэтому им пришлось бросить могилы своих родных. И мы прошли через страшные 2 мясорубки, войны, и поэтому, когда говорят, вот, что там русские, чеченцы, нет, русские не являются нашими врагами. Если бы красота города или красота региона или красота страны зависела бы от архитектуры, то все внимание уделялось бы архитектуре. Но красота, она заключается в тех людях, которые населяют этот город, эту страну. Та война, которая началась в Чеченской Республике, с чего она началась? Она началась с того, что под видом искреннего ислама, истинного ислама людей разобщили, разъединили, люди начали враждовать, люди начали посягать на друг друга. Произошло то несчастье, которое произошло. Да, многие люди уехали, к сожалению. Сотни тысяч людей погибли, к сожалению. Я не буду говорить на национальности. Это те люди, которые жили в Чеченской Республике. Это горе, это рана, которая до сих пор сочится. Нам трудно забыть эту рану. Так же, как и русскому народу. А вы что думаете, тем матерям забыть эту рану, это им легко? Им нелегко. Вот это и называется, где бы это ни было, в церкви, в мечети, это называется смирение. А никто не говорил, что смирение – это легко. Смирение – это легко, никто не говорил. Занимаемся этим уже 19 лет, и на этом пути встречаем только хороших людей. Слава Богу, огромное количество людей с разных уголков нашей планеты, не страны, а планеты, слова благодарности присылают и поддержки. Есть те, которые делают нам пожертвования, верите, и говорят: мы хотели бы вас поддержать. И это бывает очень приятно. То, что значит, мы идем на таком пути, который угоден и Богу, и людям.
Я казачка, я из Краснодарского края. Первый раз я приехала сюда в 2011 году по приглашению Сайфуддина. То есть мы знакомы уже длительное время. Вот. И его деятельность на меня настолько вдохновила. Я вообще интересуюсь межнациональной политикой, межнациональными отношениями, культурой разных народов. И его отношение к людям других национальностей, вообще и в целом к жизни, оно мне симпатизирует, поэтому на столько лет мы уже знакомы. И вот в его деятельности, на данный момент я уже проживаю в Чеченской Республике 5 лет, и все это время я как бы помогаю ему, способствую. Если моя помощь какая-то нужна, я всегда к нему прихожу на помощь. Как вы видите, здесь будет, Бог даст, мемориал жертвам мирного населения с трагических событий в Чеченской Республике. Очень много людей погибло, вне зависимости от конфессии, вне зависимости от вероисповедания, от национальности. Мы хотим всем жертвам мирного населения, потому что это наши жертвы все. Мы хотим поставить здесь мемориал, здесь разбить парк и отдавать дань. Здесь будет написано большими буквами в молитвах «Помните о нас». Я не призываю людей к исламу, нельзя призывать людей. Покажи, что твоя вера чиста. Призывать можно, орать, жить как козел, извиняюсь за выражение, и орать о каком-то светлом, это нет. Надо показывать своими делами, своими благими делами показывать, что ты есть мусульманин. Джихад, он и есть в исламе. Но больше, самый сильный джихад – это джихад над самим собой. То бишь над своими пороками, над своими желаниями и так далее. Это самый сложный джихад. Пойти умереть на войне, конечно, это 5-минутный страх, как говорит мой брат, и потом ты погиб и получил в рай. Это очень удобно. Удобная смерть, удобный рай. Еще неизвестно, куда ты попадешь. А вот всю жизнь бороться с этими пороками, чтобы вот этих войн не было, чтобы помочь ближнему, голодному, холодному. Вот этот ислам, он и учит этому. Нам постоянно пропагандируют, что ислам – это зло, что вот эти террористы, убийцы там взрывают, убивают. И то есть у меня уже к исламу отношение было то, которое мне навязали через СМИ, да? То есть у меня не было никакого желания даже начать там что-то изучать. Просто я видел, и у меня уже внутри вот это было, что это? Что это за люди вот эти? То есть у меня было сразу отторжение. Все, ислам нет. То есть там даже с ними общаться не о чем. Как бы вот так я думал. Сейчас меня зовут Абу-Бакр, а звали меня Андрей. Я жил в Астрахани в совершенно обычной семье. У меня отца не было, отец умер очень рано. Была мать и младший брат. Все. Меня вообще с детства интересовал вопрос. Когда мы еще только биологию изучали, когда нам говорили, что мы произошли от обезьяны, я с этим просто был всегда не согласен. То есть я понимал то, что я не от обезьяны. Я окончил школу, у меня был небольшой бизнес, у меня был автосервис, я занимался кузовными малярными работами. Я женился, у меня жена была, по национальности она была казашка, но она была обычная девушка светская, которая не придерживалась каких-то канонов ислама, так сказать. У нас родилось 2 ребенка, то есть у нас дочка, ей уже сейчас 12 лет, и сын, где-то лет 7 сейчас. Все было, в принципе, хорошо. Но когда я принял ислам, все стало нехорошо. Я был крещеный, я посещал церковь каждое воскресенье, причем я вот уже когда в осознанном возрасте я был, я ходил в церковь, я со многими общался, в всякие храмы ходил, так, то есть я искал, у меня было много вопросов, я хотел получить на них ответы. Откуда я, зачем я здесь вообще, зачем я живу, для чего? Меня постоянно мучил этот вопрос, я постоянно искал, я очень много литературы читал, я со многими конфессиями общался, то есть не только православными. То есть придя к исламу, я вам скажу, я несколько десятков конфессий просто вот так разных. То есть я везде побывал, со всеми побывал, все послушал, со всеми пообщался, но как-то не складывалось. А потом просто чисто случайно услышал чтение Корана, когда просто сидел человек и читал Коран. Вот так. Он просто сидел, читал Коран, и в этот момент со мной произошло, как сказать, чудо, наверное. Я думаю, что это чудо, потому что я впал в какое-то такое серьезное состояние любви, страха, эйфории, и у меня сильно забилось сердце, я думал, оно просто вылетит из груди. То есть у меня на тот момент, когда я сидел, у меня рубашка просто вот так аж играла.
я в таком состоянии, я не понял, что... Я даже один момент думал встать и уйти. Потом нет, я думаю, я досижу, я досидел. И, то есть я получил непонятное состояние. То есть я не могу его объяснить. Я ни от чего такого состояния не мог получить. И это как бы и сподвигло меня на то, чтобы я начал изучать. Сам, еще не имея там каких-то учителей и так далее, или людей, которые могли бы мне подсказать, я уже сам находил многие ответы на свои вопросы. Ну, естественно, у меня возникало еще больше вопросов, и у меня еще больше ответов. Еще больше вопросов, еще больше ответов. Я искал дальше, да. Искал дальше, разбирался. На самом деле, течений очень много. Самое лучшее, что для человека, если он хочет узнать, какой правильный ислам, пускай он откроет и изучит жизнеописание пророка Мухаммада. Если он изучит, он уже увидит, сравнит, это истина или же это, или то, или другое. Он увидит, кто следует за пророком, как пророк Мухаммад относился к иноверцам, к животным, к семье и так далее. И там будет очевидно уже. Мечтаю, конечно, чтобы Всевышний Аллах укрепил мою веру, чтобы мне Всевышний Аллах увеличил мой благой нрав, чтобы еще благонравнее был. Вот об этом я чтобы от меня была польза людям. Просто сегодня вот такие стереотипы есть у людей. Как бы человек, если работает имамом там какой-то религиозной работы, он бездельник. Он живет на милостыне, например, да? Это неправильное мнение. Я работаю мастером по ремонту холодильников. Я параллельно работаю, зарабатываю, вот этим я зарабатываю на жизнь. Я вырос в нерелигиозной семье. До 20 лет я не совершал молитву. Я практически ничего не знал о религии. Я верил, да, есть Бог, есть пророк Мухаммад, но я ничего не знал. Но в 20 лет я начал соблюдать, я начал изучать религию. И я то, что делал ранее, то, что противоречило религии, оставил. Вообще, я никогда не думал, что я буду здесь-то так работать, имамом стану. Даже я не думал, что я имамом буду, когда уже учился в исламском университете. Я поступил для того, чтобы получить религиозные знания. Первое откровение было «читай». Чтобы вы понимали, на чем строится вся религия, наша религия ислам, именно на приобретении знаний. Вторая такая же составная часть – это нравственность. Практически все мусульмане, они едины, они похожи, они равны. А если брать в общем Северный Кавказ, это ханафитская школа и шафитская школа. Единственное отличие Республики Дагестан, можно сказать, именно в том, что ислам в России вообще пришел именно через Дагестан. Вот Дербент, по сути, показатель того, что я говорю. Вот эти 40 сподвижников, здесь приблизительно 40 могил сподвижников пророка Мухаммада, которые в то время были. Эти люди пришли в Дагестан ради распространения ислама. Но здесь их встретили не очень хорошо. Правитель, который в то время здесь был, в Дербенте, они ислам когда призывали, он, так жестоко с ними обошелся и убил этих 40 сподвижников. И не похоронили этих сподвижников тоже, оставили, не похоронил. Но так получилось, это время засуха получилось, и люди голод начали. И те люди, которые были взрослые, старейшины, сказали, может быть, из-за того, что мы не похоронили этих людей, такие, которые пришли к нам. Так и получилось, они похоронили их, провели им какое должное, им это адаб сделали, внимание сделали, и похоронили здесь. И после этого, эта засуха ушла, и снова дожди пошли здесь в Дербенте, говорят. В Дербент ислам пришел еще во время правления халифа Умара. А Умар был сподвижником нашего пророка Мухаммада, алейхи абдуллассалату вассалам. И с тех пор с Дербента потихоньку начал ислам распространяться на Кавказе и в Закавказье. Но если смотреть на нашу культуру, жители Кавказа всегда избегали конфликтных моментов. И всегда натиска избегали. Поэтому было много семей переселено на Кавказ. Много семей, чтобы эти семьи доводили ислам до
для жителей этих мест. Через культуру, через быт, чтобы люди познавали. Потому что, как мы знаем все, покорить Кавказ было очень трудно. Заставить, унизить, покорить не удавалось. Да, были разные периоды. Но самый, конечно, кровавый, самый тяжелый период – это период татаро-монгольского нашествия, которое, если так можно сказать, практически уничтожило большой и христианскую культуру, христианский слой, было уничтожено множество христианских святынь, храмов, монастырей разорено. Но, вы знаете, вот, наверное, парадоксально, в этой земле христианские семена хранились всегда. И когда вот говорят о новом развитии христианской культуры во время, и присутствия здесь русских на Кавказе во время Екатерины, то ничего не было сюда вновь привнесено. Скажем так, начали поливать на корни, которые здесь были, и они дали свой плод. Россия тогда же, она сама пострадала в десятки раз хуже, чем пострадал мой народ. Мы не от русских страдали. Русские – это наш братский народ. Я буду говорить как с точки зрения религии. Корабль Ноя взял каждой твари по паре. Они вышли так же, как и вышли мы, там и многие народы, вышли с корабля Ноя. Когда Ной приводил свой корабль на Кавказе. Армяне говорят, что он на Арарате, чеченцы говорят еще, мы еще и копаем его сейчас. Кто-то говорит на Эльбрусе, но факт в том, что он на Кавказе. Все религии говорят, что он на Кавказе. И с Кавказа разошлась, земля разродилась. И поэтому, когда нам говорят изначально, что казаки, вернувшись на Кавказ, с войной пришли, неправда. Казаки вернулись к себе домой. Будут, конечно, говорить, Сайпудин бред несет, потому что он женился на казачке. Нет. У нас есть родственные рода, у нас есть родственные семьи. И было куначество. И казаки являются братским народом для нас. Ровно 10 лет, как я приехал служить в республику. Были какие-то обычаи, которые я считал, что это чеченские обычаи. Допустим, мы садимся кушать, жена не садится с нами кушать. Вот это меня впечатлило. То есть такая строгость в семьях, в общениях. Я столкнулся с тем, что местное население, православное, казаки, они, то есть не чечен, православные, они ментально отличались от тех православных, которые жили в Ставрополе. То есть, допустим, казачки, это были такие очень волевые женщины, иногда очень суровые, которые не боялись говорить тебе что-то в глаза. То есть, если я мог прийти в связи с переездом, у меня испачкан подрясник, после службы мне кто-то выходил и говорил: батюшка, не смейте ходить так, не можете постирать, отдайте, мы постираем, вы наше лицо, вот по вам судят о нас. И если в Ставрополе большая часть православных такое почитательное, батюшка, как-то благословите, здесь нет, здесь очень такое требовательное какое-то, открытое очень отношение. Вот эти все вопросы, мусульмане, христиане, это все вопросы ведутся к тому, чтобы нас как-то разъединить. Мы здесь, в Чеченской Республике, вот если взять, я как житель Наурского района, со мной бок о бок живут на протяжении многих веков, с моим дедом живут и казаки живут. Казаки живут. И живут русские. Мы привыкли жить и не разделять друг друга. Да, мы считаем предпочтение в нравственности, в религиозности, в набожности. Это наше превосходство, а не то, что к кому мы относимся. Мне как монаху республика подходит очень хорошо. Все скромные, все целомудренные, все в юбочках, в платочках. Просто большой монастырь, знаете, Нету ни одной религии, в которых нету восхваления Всевышнему Аллаху. Нету ни одной религии, в которой человек никогда не искал дорогу, путь к приближению к Всевышнему Аллаху. В исламе он называется зикр.
Чечня, Ингушетия, часть Дагестана зикр делают. Это суфистское направление ислама. Суфизм. Суфизм – это мощное направление, это думающая часть. Суфия, дословно перевод, это познающий себя, то бишь человека. И поэтому суфизм открывает многие вещи. Это все великая культура. Суфи – это астрономия, это геометрия, это картография, это все, это анатомия. Это суфизм. Зикр – это часть суфийского толкования. Хотя нам многие говорят, они в транс впадают, и поэтому они не ведают, что творят. На самом деле зикр – это энергетическое поле. У нас говорят, до 7 небес уходит их энергия. В северном полушарии циклон, спираль циклона, крутится против часовой стрелки. Антициклон, он по часовой стрелке. То бишь положительная энергия в космосе, она против часовой стрелки. Это у нас в северном. В южном наоборот. И вот зикр, ее, кстати, начинает против часовой стрелки. А вот этот зикр позволяет сверлить вот это отверстие энергетическое, чтобы она ушла, молитва. Это энергия. Это люди, вот это вот энергетическое поле, оно как буравчик сверлит вот это вот пространство, где они совершают. И оно уходит в небеса. Вот мы позавчера делали, вот, я думал уже, все, я сейчас выдохся, все, больше уже дальше не смогу. И потом раз промежуток, и опять у тебя заряд, энергия идет. И ты домой приходишь, вся рубашка мокрая, думаешь, все, завтра утром не встану. Утром встаешь, как ни в чем не бывало. Когда мы говорим о зикре, это величайший институт, величайший институт. Если мы смотрим в историю, когда-то достоинство человека, когда описывалась книга, говорилось о достоинстве человека, говорилось, он был суфием. Суфием. Это слово «суфи» означало великая степень в исламе. Это набожность, это искренность, это богобоязненность, это та толерантность, от которой мы говорим днем и ночью. Это та терпимость другим религиям, это взаимоотношения с другими верующими людьми. Через этот зикр мы обучались веками и жили в мире и согласии с иудеями, с христианами и кем бы он ни был человеком. Потому что через зикр человек понимает, что он ничем не владеет, а владеет всем Всевышний Аллах. Я не хожу в церковь, да, я не молюсь там перед едой или что там делают. Я не знаю. Мне даже если спросят, есть ли Бог, я не могу затрудниться, но я могу сказать там, ой, Боженька, спасибо, ой, спасибо святым ежикам, или там иншаллах могу сказать. Ну, то есть понимая, да, что вот это можно сказать в таком контексте. Вот. Ну, я знаю, что где-то там есть, наверное, Бог, который следит, что я сделала, хорошего или плохого. Я не знаю. Вообще для меня 2 места на земле, где мне хорошо и красиво. Это Порто, Португалия, и Чох, Гуневский район, Республика Дагестан. Смешно, да, но это очень классные 2 места, вот для меня, по крайней мере. В Париже я была, в Милане я была. Первый раз на Кавказ я приехала в том году, в мае, вместе со своими друзьями и родственниками. Мы здесь жили 9 дней. Сначала я собиралась одна сюда приехать, но мне сказали, что я сумасшедшая. Я увидела фотографию Заурос, потом посмотрела про этнодом, там фотографии, место. И такая думаю, ой, как интересно. Там люди что-то пытаются сделать, нужно им помочь. И как я могу помочь? Я же не могу прийти, вот вам деньги, пожалуйста, да. А если хочешь помочь человеку, нужно дать ему работу, чтобы он что-то сделал. Ну, я так считаю. Вот. И лучшее, что я могла сделать, это собрать людей и приехать сюда и дать шанс и возможность человеку заработать. Собралось 6 человек, и мы приехали сюда, в Чох, в этнодом. Мы жили в этнодоме 8 дней, 7 ночей. Вот. Путешествовали везде по Гунипскому району и вообще там Дербент ездили, смотрели достопримечательности. И в последний день, когда мы уезжали, мы плакали. Мы не хотели уезжать. Конечно, Чох, он считается один из самых светских сел в Дагестане. И
я, наверное, тоже был схож со всеми. Мы все дети советского прошлого, да? Очень большой упор был, как бы, по принципу религия опиум для народа, да? Я задавался себе вопросом, вообще, существует ли Бог? Открыли в 1994 году мечеть. И такой, как говорят современным словом, тренд, был трендом для подростков пойти в мечеть. Мы все посещали ее. Как, осознания того, что мы посещаем мечеть, не было, но шли там, нас учили там арабским буквам, все такое. И родители, вот мать, наоборот, даже более хотела, что мы шли по этому пути. А отец нам никогда не говорил, что вы не идите. Это он из детства он нам говорил, это ваш путь, это ваш выбор, идите. Если хотите, идите, если не хотите, не заставлял, нас. Я считаю даже это, что более правильно. Потому что излишняя навязчивость вот этого всего, она порой иногда отторгает. Но в 17 лет я уже стал понимать, что ты уже взрослый человек. Более часто стал уже общаться с людьми верующими, которые соблюдали ислам. И тогда уже пришло такое осознание, что не только ты должен принимать и осознавать существование Бога, а следовать Его пути тоже. То есть следовать обязанности мусульманина. Даже в одном из хадисов пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: лучший из вас тот, кто обладает наилучшим нравом. А кто такой человек? Какой человек обладает наилучшим нравом? То есть это тот человек, где бы он ни находился, с кем бы ни находился, от него исходит только благо людям. Вот поэтому в исламе благой нрав, отношение вообще ко всем людям, это на первом месте. Суть в том, что мы не знаем, куда мы попадем. Это знает только Всевышний, поэтому мусульманин, он старается делать так все, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха. А довольство Аллаха – это вечный рай. Вот поэтому мусульманин всегда будет к этому стремиться, делать благо. Нашему селу предрекали участь соседнего заброшенного аула призрака Камсоты. Потому что отток населения был большой отсюда. Село имеет более 70-летнюю историю. Человек очень много, памятников архитектуры. И я понял, что если я переживаю за их сохранность, если я хочу это все восстановить, должен делать сам. Конечно, для меня это была фантастическая идея, было фантастическое желание. И бесперспективное практически. Почему бесперспективное? Потому что понятно, да, что что-то делать хорошее, что-то огромное, большое, нужны деньги в современном мире. А их у меня не было ни копейки практически, ни работы. Было просто огромное желание и космическая мечта. Когда братья мои все строили дома, я начал строить этот общий дом. И изначально этот проект, он был у меня не для того, чтобы извлечение прибыли. У меня проект был строго ориентирован на сохранение села. И в случае завершения проекта, чтобы этот проект приносил общую прибыль для всего села. Изначально тоже хотелось, чтобы тут участвовали всем селом, конечно. Но никто не верил ни в реализацию этого проекта. Все вертели у виска, что я занимаюсь пиарством, все такое. Пока у нас 3 комнаты. Одна комната с двуспальной кроватью, 2 комнаты с раздельными 3 кроватями, на 8 человек. Главная идея была задумка погрузить гостей в нашу атмосферу
настоящего Дагестана. Ну, все у нас практически сохранено как 150-летной давности, вот эти кривые стены. Порой многих наших гостей удивляет вот это искривленное окно даже, да. Но она дает какой-то вот этот дух старины. Заур для меня человек – это человек, который остался. Кто создает вот историю? Это же люди, которые здесь живут, они создают историю, быт, они радушны, гостеприимны. И зданий просто мало, важны люди. И вот, я не знаю, у меня прям, у меня неприличное количество там уважения к Зауру, как к человеку, который остался здесь и который что-то делает, который крутится, вертится, что-то вот и хочет поднять свое родное село. Это, я не знаю, это невероятно, это очень много уважения, почтения там вообще к таким людям, и это нужно памятник ставить на самом деле, потому что уехать всегда легко. А остаться это очень тяжело, и что-то поднимать, и что-то делать. Он каждый день что-то он делает, да. И он очень много сделал для села, там, начиная там, от цвета, от проблем с мусором. Это не только во благо Зауру, да, это во благо всему селу, потому что люди будут приезжать, люди будут смотреть, и это будет какое-то развитие. Мусульманин – это кто? Мусульманин – это безопасность его окружающих. В первую очередь. Независимо от вероисповедания, религии и конфессии, которые он соблюдает. Большинство людей думают, что у меня тут есть дагестанский любовник, дагестанский муж, человек, с которым я встречаюсь, или, в общем, большая любовь, ради которой я приехала сюда. Большой любви нету, дагестанского мужа нет, любовника тоже нет. У меня есть свой муж, он живет в Москве. Я работала в английской компании координатором группы конференций. В принципе, моя работа и до сих пор, она сохранилась. Но, как вам известно, в марте пришел страшный вирус, и нас всех заперли по домам. И у меня образовалось очень много свободного времени. А сидеть дома в 4 стенах – это не очень хорошо. Поэтому я думала, и ничего лучше не придумала, как приехать в Дагестан и помогать Зауру. Муж у меня тоже здесь был, все ему понравилось. Я ему говорю: Максим, я хочу в Дагестан. Он говорит: хочешь, езжай. Я такая: все классно, покупай билет. Он говорит: хочешь, покупай. Я говорю: Максим, я купила билет, еду. Он: Заур встретит? Я говорю: да. Все. Вот. Это нормально в нашей семье. В нашей семье это нормально абсолютно. Закрыл ли ты комнату на 9 сентября, 9-10? Ты закрыл? Да. Мне кажется, что у Заура и у местных жителей есть понимание того, что я немножко из другого мира, поэтому, они могут со мной разговаривать там, на равных. Там. Либо, если не на равных, то я этого, наверное, не вижу. Вот. Но мы же работаем с Зауром вместе, да, я ему помогаю решать его какие-то дела. Я не испытываю дискомфорта, какого-то там, я не знаю, харассмента, буллинга и так далее. У меня все прекрасно, все хорошо. Но, с другой стороны, я не знаю, я не принимала ислам, да, моя религия не ислам. И ко мне все-таки отношение здесь не как к исламской женщине, а как женщина, которая приехала из другого мира. Вот. И все. Моя задача – это соблюдать какие-то ряд правил. Там, не носить короткое, еще что-то там не делать. И бережно и уважительно относиться к окружающим людям. И не оскорблять их, не обижать. Вот. И, там наверняка есть там в исламе какие-то правила по отношению к женщинам, но если эти женщины принимают эти правила, это их жизнь, то хорошо, да. Истинная мусульманка, конечно, она покорная жена в первую очередь. И если я что-то делаю, я делаю это с дозволением моего супруга. А если мой супруг скажет: ты больше не работаешь, я больше не работаю.
В любом случае, что бы там ни было, семья, она всегда на первом месте. И как бы мне это не нравилось, как бы это меня не вдохновляло, для меня на первом месте мой супруг, мои дети, мои родители. Все началось с фотосессии. Меня пригласили в качестве модели. Это был 3-дневный фототур по Дагестану. Меня пригласили как девушку не современной внешности, так можно сказать. Вот. Это больше моя внешность походит на такую типичную аварку. И провели съемку в образе горянки. Горы, водопады. Я решила приятное с полезным, наверное, совместить. Возить других девочек, чтобы и у них была возможность увидеть всю красоту Дагестана. Это большая возможность для именно наших девочек, так как не все супруги могут разрешить с посторонними мужчинами выехать. И также я хотела, чтобы девушки с России приезжали, чтобы они могли попробовать и нашу национальную еду, узнать нашу историю. И на самом деле они меня очень вдохновляют, очень... Я заряженная положительной энергией всегда возвращаюсь с туров, когда приезжают именно девушки с России. В основном это бывает Москва, Питер. Я прихожу домой, во мне бывает столько силы, я думаю, сейчас я сделаю генеральную уборку. Кавсарат чуть-чуть современно, не знаю, я-то учу ее тоже. Все надо дома, все. Вот это я хочу, конечно, чтобы она дома сидела, больше детям внимания, все. Но и образование у нее 2 высших есть. Она может на государственной работе работать. Она как поехала в горы 2 года назад, и все. Она мне говорит: мама, это мое. Она в городе родилась, выросла, горы не видела. Ее потянуло туда. Мне, конечно, это не нравилось сначала. А потом, не знаю, ее муж поддерживал. Мне нечего было уже сказать. И вот так она пошла. Конечно, как мать, мне тяжело каждый раз, когда она выезжает. А так она молится, уразу держит, все как скромно, порядочно. Это сейчас у нас в Махачкале каждая 2-я девушка, она покрытая. Очень часто можно покрытых встретить. А раньше такого не было. Раньше мы сами во всем Тухуме, девушки, носили косынку, завязывали назад. Получается, спереди волос был открыт. Вот. И шея была открыта. Носили все равно скромную одежду, именно в нашем Тухуме и во многих других. Вот. А так, чтобы покрыться уже полностью, как положено, по шариату, это не было так распространено, как на сегодняшний день. Лет 10, как это началось все, одеваться. Когда хадж открыли, когда начали в Саудовскую Аравию ездить, когда паломники ездили, видели, что надо одеваться. И после этого как-то у нас она сейчас больше и больше идет. В один день напротив меня в маршрутке сидела девушка, женщина молодая. Она была не накрашена, она была очень просто одета, она была покрытая. Вот. Она меня очень сильно вдохновила. Глядя на нее, я сказала себе: Кавсарат, вот так вот должна выглядеть истинная мусульманка. Вот на следующий день я покрылась. Это было не очень легко, потому что я была первая в школе, кто покрылся. Я помню, директор делал пару замечаний, что это не школьная форма. Такой был немножко тяжелый период, но со временем многие девочки покрывались, и такого внимания уже не было. Согласно нашей религии, канонам, основам, мусульманка должна быть покрытой. Должна быть покрытой, прикрыть все тело, чтобы не привлекало внимания. То есть в первую очередь это делается, чтобы сохранить мусульманку от чужих взоров, сохранить ее честь. Да. Но опять-таки у нас не все женщины практикуют хиджаб. В первую очередь это не просто покрытие, это поведение.
Вот на что мы больше уделяем внимание. Это поведение женщины. Она может и прикрыться, но вести себя так, да, что мы и забудем про ее внешний вид. Ну, вот посмотрите, нет, не перестраивается, никто не включает поворотник. Манера езды у нас такая сложилась. И когда я впервые 11 лет назад села за руль и ездила по правилам, я поняла, что здесь это не совсем катит. Ну, как бы это для меня обыденно, то, что у нас любят скорость и не любят поворотники. Вот я включаю поворотник специально для вас. Бывает, девочки спрашивают, а не страшно с тобой ездить в горы? Я езжу и по серпантину, и по бездорожью, по крутым поворотам. Я привыкшая. Я хотела стать прорабом. У меня так получилось, что и супруг прораб. Кто-то хочет стать космонавтом, вот я хотела стать прорабом. Когда я вижу дома, которые построил мой отец, мой супруг, я смотрю на эти многоэтажные дома и говорю своему супругу: Ислам, это же дом ты построил. Сейчас я могу только сказать: вот это платье я сшила. А я бы сказала: вот этот дом я построила. Но это совсем небо и земля. Я поступила на строительный факультет, который окончил и мой отец. Он строитель, и я хотела стать строителем. Это было в идеале. Но я вот просто чувствую, что это мое. Но реализовать себя в этом не получилось. Женщине, тем более у нас здесь, в Махачкале. Я помню, у нас на факультете было только 3 девочки на строительном. И я искренне верила, что я стану прорабом. И я не нашла работы. На тот период у супруга не было объектов. Вот. И ходить по стройкам и просить посторонних мужчин тоже не получалось. А пойти к отцу, он был против именно этой профессии. Отец, да, он застройщик, но отец считал, что женщина – это домохозяйка, а не прораб. И как-то угасло во мне это желание потихоньку. Мама шьет лет 6. Поначалу я ей помогала шить повседневную одежду. А далее, когда я примерила впервые национальную одежду, я поняла, что я горянка истинная и что она мне очень идет. Мы стали шить и национальную одежду. И теперь мы даем эти наряды на прокат. Ну и параллельно шьем повседневную одежду тоже. У меня нет нужды зарабатывать денег, так как обеспечивает и отец, и супруг. Вот. И если я что-то делаю, я это делаю для своего удовольствия. У меня желание попасть в рай. Я хочу испить из реки Кавсар. Мое имя означает «обильное». Это название райской речки. Самая маленькая сура в Коране есть, называется Кавсар. Вот. И испить из нее смогут только люди, которые поддерживали родственные связи. Я слышала однажды, мне это очень понравилось. Меня это, знаете, так сильно зацепило. Я не знаю, в какой арабской стране у них принято. На большом участке стоит огромный дом. Это дом супруга. И перед ним по левую сторону 2 маленьких и по правую сторону 2 маленьких дома. В этих домах живут его 4 жены. Получается, все эти дома находятся в одном дворе. И когда наступает очередь, он приглашает своих жен по очереди. И я вижу, это идеальная семья. Вот если каждая родит по 5 детей, это такая огромная семья, 20 детей в одном дворе. А супруг сказал, что я настолько активная, что ему меня так много. Поэтому я не тереблю его, это его выбор. Мы сегодня знаем, в наше время очень сильно распространен такой грех, как прелюбодеяние. Правильно же? И это один из способов борьбы с прелюбодеянием, многоженством. Потому что, вот смотрите, когда, скажем, простой пример приведем. Развелась женщина, девушка. Вот.
маловероятно, вот я не знаю, как там в России, но маловероятно здесь, в Дагестане, чтобы она была первой опять женой, да, вот. Потому что у нас берут обычно, которая, ну, молодая девственница, скажем, да, вот. И вот у нее какой выход? Что ей делать в ее ситуации? А у нее есть выход. Есть быть второй женой, третьей, четвертой. Этот мужчина, он берет под свое опекунство этих женщин. И он так же, как за первой, будет смотреть за остальными. В этом же только благо мы видим. А так она, например, когда остается одна, она не знает, куда, что, как, куда ей деться, что ей делать, в растерянности. Для женщины, наверное, лучше будет, чем одной быть. Лучше же будет хотя бы четвертой, но она будет замужем. Четвертой женой у нее будет муж, который к ней будет относиться хорошо, как к остальным женам. Тут, возможно, это в шутку уходит, но я еще ни одного человека не знаю, у кого там 2, 3 и так далее жен. Вот. Салихат одна жена у Заура. Вот. И я надеюсь, что она будет одна единственная, потому что Салихат у нас отвал башки. Нагибаешь масло. То есть надо мука, соль И масло. и масло. Да, и смешиваем. С водой. Да. Она классная, молодая, сильная женщина, очень интересная, очень умная, она очень мудрая не по годам. Она очень много знает, и она очень много может. Мне кажется, Салихат вообще может все. Вот с ней прям спокойно, хорошо. И вообще она может конфликты уладить, еще что-то. Это дар. Это нужно уметь быть вот такой, вот знаете, как мать-земля, вот мать Салихат. Вот она такая. Мы в день болтаем обо всем на свете. Там психологи, не психологи, дети, готовка, украшения, крема, там, косметика, еще что-то. Можем говорить про мою собаку. У меня тут есть собака уже, которая летит со мной домой обратно. Собака моя, жирненькая такая, да? 5 месяцев, 20 килограмм, щеночку. Очень добрая, милая собачка. Зовут Джон Браун. По исламу собак нельзя держать в домах. Вот. И, как я понимаю, что если собака коснулась мусульманина, он не может читать намаз. И ему нужно помыться 7 раз. Чисто. 7 раз. Вот. К собакам могут прикасаться, но надевают перчатки и могут трогать собаку. Ну, мою собаку никто не трогает. Мою собаку я трогаю здесь и могу ей в пасть залезть руками или еще что-то. Для местных жителей это немножко шок. Вот. Но для меня это нормально. Ну, она со мной летит домой. У нее и паспорт ей сделали, у нее будет клетка. У нее уже есть билет на самолет, поэтому все нормально с ней будет. Все хорошо. Когда я приезжаю домой, в Астрахань, к себе, я там ощущаю вот как белой вороной. Поначалу вообще трудно было. На тот момент, когда я вот принял ислам, у меня был вот этот автосервис, но я его уже сдавал в аренду, и я работал поваром в ресторане. Друзья просто перестали со мной все общаться, родственники тоже перестали со мной общаться, там, начали меня маджахедом называть, там, да, вот так. Самое плохое, и мама тоже говорила там. То есть мне было очень неприятно. И жена, то есть все. Я же все равно совершаю намаз. Понимаете, люди спрашивают, это же все дома происходит, я же не могу это прятаться там где-то. То есть этого не получалось. Они видели, что я что-то читаю, что-то изучаю. Они видели то, что я просто глобально изменился. То есть я за короткий срок очень сильно изменился. Я теперь перестал пить пиво, ходить с ними по клубам, там, развлекаться. То есть мне стало это неинтересно, и они этого тоже испугались, наверное. Они, может быть, подумали, что я там, меня куда-то террористы, там, я куда-нибудь сейчас пойду взрываться. Там. Может быть, так, скорее всего, они так и подумали, я думаю. Обычно такие же мысли бывают у людей. С работы меня тоже уволили сразу. То есть они побоялись меня там держать. Мама тоже, она, наверное, больше из-за того, что родственники вот так, и она тоже озлоблена на меня, там, все, я больше тебя видеть не хочу в таком плане. Жена ушла, собрала вещи, то есть там приехали тоже ее родственники, они собрали вещи, детей, все, и они тоже уехали. И все, я остался вот так один, просто в квартире, вот так сидел и думал, что мне делать дальше. На то время одно единственное место, куда я ходил, это, наверное, в мечеть.
То есть я приходил туда, сидел, читал книги, изучал, уходил, вот так бродил, то есть по городу, просил, да, Всевышнего, чтобы он помог мне, чтобы он мне показал истину истины, чтобы он меня привел к хорошим людям. На самом деле, когда я уже принял ислам, и я помню такой один момент, я сидел в мечети, имам вел проповедь, и он рассказывал о том, что в исламе есть определенное количество течений, там их больше 70, и только одно течение, то есть находится на истинном пути из этих 70. И вот когда я это услышал, то есть мне было даже до слез, так сказать, потому что я думаю, вроде бы вот я нашел истину, теперь в этой истине я должен найти еще одну истину. Поэтому я искал дальше, да. Искал дальше, разбирался. На самом деле течений очень много. Просил, больше просил Всевышнего, чтобы он наставлял меня, чтобы он показал мне истину истиной, ложь ложью, как бы, да, вот так. Долго вот так. Это месяц, наверное, 2, может, происходило. Потом я увидел просто хороших... Вот вышел с мечети и увидел молодых ребят, которые стояли рядом с мечетью. Это оказались ребята... Есть такая газета «Ас-Салам» называется она. Она по всей России ее... Ребята ходят, разносят мусульманам, то есть, да, это как подписка бывает. И вот это те же самые ребята, которые в Астрахани у нас занимались вот этой подпиской газеты «Ас-Салам», которые отучились здесь в исламских институтах в Дагестане. И они занимались вот распространением этой газеты, то есть, да. Все, вот я наткнулся на них, и на тот момент я хотел изучить, получить знания, нормальные знания, да, истинные знания. Просто не везде в России ты можешь их получить, так сказать. У нас чуть-чуть там вот так переплетаются все эти течения. И я попал сюда, попал к муфтию Дагестана, Ахмад Хаджи. И он мне сказал, когда я попал к нему домой, он мне сказал: сынок, оставайся здесь. Вот, и все, и вот я остался здесь просто. И вот уже 6-й год я здесь живу, и все изменилось. Я живу так, наверное, как я мечтал жить. Вот так, наверное, я скажу. Вот как я так, еще не будучи в исламе, я вот представлял себе какую-то жизнь, вот как бы мне хотелось жить. Вот на сегодняшний день я живу так. Мне жить стало намного легче. Я чувствую себя спокойней. То есть я чувствую себя уравновешенней. Мне легко. Я знаю, что я должен делать. Я знаю в этом мудрости всякие, да. Я же говорю, я сюда приехал, у меня был один рюкзак. Кроме этого рюкзака у меня ничего не было. Я жене тоже бывшей оставил квартиру, все на них переписал, все им отдал. Детям, не на нее, а на детей. И уехал сюда. Я был с одним рюкзаком. На сегодняшний день у меня есть квартира, машина, то есть я хорошо живу, я занимаюсь спортом, у меня есть друзья. Мой лучший друг, который меня обвинял, кричал, визжал, не общался, год назад принял ислам, живет здесь. Я женился, у меня тоже 2 детей, 2 сыновей. Мама 2 раза в год сюда приезжает, стабильно отдыхает. У меня мама, она православная христианка. То есть я ей вообще, я 6 лет в исламе, она православная христианка, я ей не говорю, прими ислам, ты такая-сякая, ты все, не на истине. Нет, это ее выбор, я ее вообще не принуждаю. Моя задача так, чтобы она была счастливой матерью. Все, моей задачи больше нет, я ей должен ноги целовать. Больше ничего. На сегодняшний день у меня есть компания, да, где уже больше 100 магазинов по России. У меня целая сеть парфюмерная. Какими ароматами вы пользуетесь? Что-нибудь сладкое, пудровое, может. Сладкое, пудровое? Да. Байреда, африканский бал, можете посмотреть. Ванила, экстази, тоже сладкий аромат. Еще со времен пророков, именно пророки, они пользовались маслами. Ты когда приходишь в мечеть, ты их наносишь. То есть у нас принято, чтобы и в мечети всегда пахло хорошо, и от тебя, чтобы всегда пахло хорошо. И для меня это было очень интересно. Я люблю запахи. И здесь я это увидел, здесь я с этим познакомился и начал потихонечку развиваться в этом деле. Нашел себе того человека, который тоже это любит, тоже этим занимается. Это мой партнер, мой лучший друг Рашад. И вот на сегодняшний день мы вместе с ним занимаемся, развиваем эту компанию. У нас платится с товарооборота 2%. То есть ты в каждый год закрываешь. Вот ты продал, к примеру, в течение года, я образно говорю, на 100 тысяч.
Значит, 2000 ты отдаешь малоимущим, тем, кому ты сам считаешь нужным. То есть ты нашел семью, те, которые на самом деле, по твоему мнению, нуждаются в этих деньгах, и отдал им. Все. У меня были такие моменты, когда я сюда приехал, то есть я опять же, никого не знал, и мне от муфтията дали жилье, когда я женился, да, совершенно бесплатно, я там жил, и, видать, люди знали об этом, то, что вот русский человек, приехавший сюда, и на тот момент я тоже еще учился в исламском институте, то есть были такие моменты, когда ко мне просто стучались в дверь, я открывал дверь, и человек там 20, 30, 50 тысяч просто так мне вот так дал. Я его даже знать не знаю. Я вот так брал, он мне говорит, там, дуа делай, ну, имеется в виду, помолись, да, за меня. И все, и уходил. Как бы здесь это вот так происходит. Ты даже знать его не знаешь. Это, ну, опять же, видите, как это делает ради того, чтобы Всевышний остался доволен. Кстати, вы знаете, что строится духовный центр имени Иисуса? Огромный духовный центр – это самая большая мечеть в Европе будет. Очень огромный. Там будут и музеи, там будут и огромные парки, библиотеки, места для отдыха, детские площадки. Это между Каспийском и Махачкалой. Она просто огромная мечеть, и она строится по проекту мечети, который находится в Медине. Она называется «Мечеть пророка». Вот этот духовный центр назван именем Иисуса. То есть в честь именно этого пророка назван этот целый огромный духовный центр, который будет самым большим в Европе. Не только в России, а в Европе в целом. И он не только для мусульман, он совершенно для всех людей открыт будет. Совершенно для всех. Хоть ты мусульманин, там, кто бы ты ни был, христианин, иудей, просто обычный светский человек, он будет открыт совершенно для всех людей. Чтобы люди туда приходили, отдыхали, наслаждались. Всевышний Аллах отправлял около 124 тысячи пророков. Для нас, для мусульман, великими пророками является 5. Это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это пророк Нух, Ной. Это пророк Ибрахим, Авраам. Это пророк Муса, Моисей. И пророк Иса, Иисус. Они для нас великие пророки. Вот эти 5 пророков, обратите внимание, для нас самые любимые они. Чем остальные, для нас они любимые. И туда, обратите внимание, Иисус туда входит. И Моисей тоже входит. Они одни из любимых пророков для нас. Мы их любим, уважаем и следуем за ними. Есть люди, у которых религия ислам, есть люди, у которых нет религии, есть люди другой религии. И все. Главное бережно относиться к сердцам других людей и уважительно. У меня есть еще время изучать религии мира и понимать, к чему я хочу прийти. Ну, а может быть, и не приду никогда. Кто знает. Жизнь же длинная. Когда человек умирает, у нас говорят «Инна Аллахи ва инна лилляхи раджиуна». То, что в переводе «все мы от Него и к Нему наше возвращение». В любом случае мы все вернемся туда, но в каком состоянии мы вернемся туда? Вот надо поработать над этим здесь, пока мы находимся, чтобы вернуться туда в наилучшем состоянии своем, к Нему. И все, и быть с Ним. Здесь у меня товарищ, он занимался ремонтом автомобилей. У него была такая передвижная эстакада. С администрации пришли и говорят: ты знаешь, чья земля? Он говорит: знаю. Говорит, администратор думает: ничего себе, представитель думает. Чья? Он говорит: Бога земля. Земля – это Бога. Кавказ – это Бога. Он не мусульманам, не христианам, не иудеям. Принадлежит Господу Богу. Я никого, ни один народ не буду любить так, как свой народ. Я чеченец. Но чем больше я люблю свой народ, если истинно я его люблю, тем больше я люблю другие народы. Почему? Потому что я знаю, если я народ, то и это народы. В человека это заложено изначально Богом. Этот нравственный, духовный закон, он есть в каждом человеке. Ведь когда человеку стыдно, он краснеет. Это не потому, что его там воспитали или не воспитали, или он мусульманин. Потому что Бог в каждого человека вложил этот закон. Он внутри находится нравственность, совесть. Тертуллиан говорил, что совесть – это голос Бога в душе человека. Мы просто, слово «богобоязненность» у нас как-то подразумевается, что это борода, извините меня, до пупка, и это такой наглый взгляд к человеку. Это плохое отношение? Нет. Богобоязненность, она проявляется
Чем более богобоязненный человек, тем он более принижен. Пророк, алейхиссалату вассалам, стоя, проводя проповедь, сказал: кто хочет возвеличиться перед Всевышним, пусть опустится. И опустил руку. Опустится, опустится, опустится. Перед кем опустится? Перед кем опустится? Да перед тем человеком, который другой религии. Чем больше он перед ним опускается, тем более он богобоязнен становится перед Всевышним Аллахом. Вот это суфизм, это ислам. Каждый христианин должен научиться прощать и любить. Это обязательно. Это обязательно. Посещение святых мест – это такая традиция, которая, конечно, у нас в последние годы особо развилась. Но она никак не связана с тем, что называется «без этого тебе не спастись». Вот без Иерусалима ты можешь спастись. А без любви к другому человеку и без прощения другого человека ты спастись не можешь. Потому что Бог на страшном суде не спросит, какие ты места посещал, а как люди себя чувствовали после тебя. Это самое главное. Расскажи, как ты меня любишь, а?